кукольный театр Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусейновича Тухватшина «Волшебная лампа» представляет «Легенда о Курае» ко дню кукольного театра. Кукловоды, ученики 6 класса Уфимской коррекционной школы-интернат номер 28. Мы живем в Башкортостане, на богатой и красивой земле. Мы легенды и сказки изучаем, и сегодня мы вам покажем одну из них. Много в ней и радости, и грусти. Будем вместе петь и танцевать. Ну, а зрителей сегодня мы попросим нас своей улыбкой поддержать. Представляем вашему вниманию башкирскую народную сказку «Легенда о Курае». В давние времена жил на свете злой и жестокий хан Усалбай. У него была странная привычка брить голову наголо. И для этого дела он каждую неделю призвал к себе молодого джигита. И никому еще не удавалось возвратиться назад от жестокого хана. В этом селе жила бедная женщина. Была у нее 3 сына. 2 сыновей она уже проводила к хану. И они, как и все, не вернулись домой ни живыми, ни мертвыми. Настал черед и младшего сына джигита Азамата. О, горе мне, горе! Хан призвал моего 3-го сына, моего младшего Азамата. Что же с ним будет? Эсэй, не плачь и не грусти. Даст Бог, все будет хорошо. А лучше приготовь мне чего-нибудь поесть. Дорога предстоит мне не близкая. Сейчас. Ой, а дома же ничего съестного нету. Хотя постой. Вот стакан муки. Я замешу тесто и испеку лепешку на грудном молоке. Эсэй, мне пора. Не плачь и не грусти. Береги себя. Подожди, вот, держи. Эта лепешка удалит твой голод и поможет тебе в трудную минуту. Спасибо, Эсэй. Мне пора. Прощай. С мамой я попрощался. Теперь можно попрощаться со своими верными друзьями. Путь Азамата был долгим и нелегким. Однажды он сбился с пути и повстречался ему в лесу серый заяц. Привет, Куянагай. Здравствуй, Азамат. Куда путь держишь? Ко дворцу злого хана Усалбая. Подскажи мне, пожалуйста, дорогу. Конечно, подскажу. Только сначала расскажи мне башкирские пословицы. Доброе дело в воде не тонет. Хорошая пословица. А еще знаешь? Не спеши языком, а поспеши делом. Здорово. А еще? Кто ходит, тот видит. Кто читает, много знает. Что? Какой же ты молодец, Азамат. Вот иди по той тропинке. Она приведет тебя к хану Усалбаю. Спасибо. Прощай, Куянагай. Прощай. И пошел Азамат дальше по лесной тропинке. На пути он встретил хозяина башкирского меда, медведя. Здравствуй, Аю-бабай. Здравствуй, Азамат. Куда путь держишь? Ко дворцу злого хана Усалбая. Отведай моего меда в дорогу. Вкусный медовок, липовый. Спасибо, Аю-бабай. Прощай. Прощай. Идет Азамат, а навстречу ему красавица башкирских лесов, лисица.
Здравствуй, красавица-лисица. Здравствуй, Азамат. Куда путь держишь? Ко дворцу злого хана Усалбая. Да, путь у тебя был не близкий. Присядь на траву, отдохнешь. А давай песенку споем, она вперед. Я люблю. Я люблю петь. Ну, мне пора. Прощай, добрая красавица. Удачи на дороге, Азамат. Попрощался Азамат с лисицей, и вскоре увидел он дворец хана Усалбая. Преодолевая страх, пришел Азамат во дворец к хану. Он вошел в зал, где сидел злой и жестокий хан Усалбай. Здравствуй, хан. Я пришел, как ты и велел. Слуга, принеси все, что нужно, и быстро. Слушаюсь и повинуюсь, мой хан. А теперь сними мне шапку и побрей мне голову. Преодолевая страх, собрав свою всю смелость, Азамат принялся за дело. Каково же было удивление Азамата, когда он снял с хана шапку и увидел, что на голове у хана растет огромный рог. Скрывая свое удивление, Азамат все же побрил голову хану. А хан тем временем сказал: Ну что, удивлен? Да, на моей голове растет рог. И об этом никто, слышишь, никто не узнает. Теперь здесь, я скоро приду. Сказав об этом, хан вышел из комнаты. Ах, как же я проголодался. Где там моя лепешка? А что ты это ешь? Дай-ка мне тоже. Вкусно. А что это? Это мне мама испекла лепешку на крутом молоке. Наверное, поэтому она такая вкусная. Что? Если я съел эту лепешку, значит, я теперь твой молочный брат? Тогда хан понял, что не может пролить кровь этого юноши, так как они теперь молочные братья. И решил хан отправить Азамата так далеко, в лес, откуда еще никто не возвращался. И отправился Азамат бродить по дальним просторам. Очень тосковал он по родным краям. Как же я скучаю по родному дому. Как же плохо в чужих краях. Однажды он лежал на траве и уснул. Вдруг он услышал во сне красивую мелодию. Азамат долго слушал диковинную музыку, а потом пошел на звук. Он шел, пока не понял, что звуки издает обычное растение. Это же обыкновенный тростник. Ох, как он хорошо звучит. Сорвал он тростник и стал дуть в него мелодию. Стала еще красивее мелодия. Я назову тебя Кураем. Отправился Азамат искать родные края. И играл Курай родные напевы. Теперь ему было не так тоскливо и одиноко. Курай, Курай, подскажи мне, где мой край? И оказался он в родных местах. Это же родная деревня. Эсей, встречай своего сына живым и здоровым. Азамат, ты вернулся. Как тебе удалось выжить? Я узнал страшную тайну хана. Теперь он не убьет ни одного юноши. Хан Усалбай был свергнут народом. Люди зажили мирно и счастливо.
А курай с тех пор стал любимым инструментом башкирского народа.